Футболисты московского «Локомотива» проиграли австрийскому «Зальцбургу» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-3. В составе гостей дублем отметился Мергим Бериша. Еще одно взятие ворот провел Карим Адееми. Единственный мяч россиян с пенальти забил Антон Миранчук. После этого поражения железнодорожники потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Они замыкают турнирную таблицу группы А, имея в активе 3 очка. Возглавляет квартет немецкая «Бавария», у которой 13 пунктов. На второй строке с 6 баллами идет испанский «Атлетико». Австрийские футболисты занимают третье место, набрав 4 очка. В заключительном матче предварительной стадии «Локо» в гостях сыграет с «Баварией». Встреча состоится 9 декабря. А вот результаты других встреч игрового дня. «Шахтер» на своем поле со счетом 2-0 обыграл мадридский «Реал». Отметим, что донецкий клуб победил сливочных во второй раз в текущем розыгрыше турнира. Первая встреча на Сантьяго-Бернабеу завершилась со счетом 3-2. «Ливерпуль» дома оказался сильнее «Аякса» 1-0. «Аталанта» и «Мидтьюланд» победителя не выявили 1-1. Также миром разошлись «Порту» и «Манчестер Сити», сыграв нулевую ничью. «Марсель» на домашней арене со счетом 2-1 выиграл у «Олимпиакоса». «Интер» в гостях одержал победу над Мюнхенгладбахской «Боруссией» 2-3, и «Бавария» поделила очки с «Атлетико» 1-1. Омский «Авангард» на своем льду выиграл у казанского «Акбарса» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Заброшенными шайбами отметились Оливер Каски, Корбен Найт и Вилле Покка. Омские хоккеисты одержали 6-ю победу к ряду и занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков. Казанцы по-прежнему располагаются на первой строке, имея в активе 48 пунктов. В следующем матче 6 декабря «Авангард» в гостях встретится с Череповецкой «Северсталью», а «Акбарс» завтра на выезде сойдется с Нижнекамским «Нефтехимиком». Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холлифилд вызвал на бой Майка Тайсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал MMA Fighting. Если этот поединок состоится, то он станет третьим по счету в противостоянии легендарных боксеров. Ранее в годы профессиональной карьеры они встречались дважды. В первом случае победу нокаутом праздновал Холлифилд. Во второй встрече Тайсон был дисквалифицирован за то, что дважды укусил оппонента за уши. В активе 58-летнего Холлифилда 44 победы, 10 поражений, 2 ничьи. Еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 53-летнего Тайсона 50 побед и 6 проигрышей. Напомним, на прошлой неделе Тайсон вышел на выставочный поединок против Роя Джонса-младшего. Бой завершился ничьей. Перейдем к событиям нашего региона. Трое якутян, выступающих в весовой категории до 49 килограммов, завоевали путевки в четвертьфинал в 4-й соревновательный день чемпионата России по боксу. Турнир проходит в Оренбурге. Как сообщает «Спорт Якутии», Борис Сидоров единогласным решением судей выиграл у Махамада Вахаева из Чеченской Республики. В 1/4 финала он сразится с Игорем Царегородцевым, представляющим Татарстан. Михаил Прокопьев также в сухую победил Юрия Гуляева из Санкт-Петербурга. Его следующим соперником станет действующий чемпион России Эдмонд Худоян. Талбан Егоров оказался сильнее дагестанца Аминтазы Бакишева. Причем сначала якутянину присудили поражение. Однако после пересмотра поединка комиссия дала победу Егорову. Четвертьфиналы этой весовой категории состоятся завтра. Якутянин Артем Соколов вошел в символическую сборную 25-го тура футбольной национальной лиги России. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ. В минувшем туре, в рамках которого его Чертанова встречалась с Нижнекамским нефтехимиком, полузащитник забил единственный гол матча на 89-й минуте после выхода на замену. Напомним, Соколов является воспитанником якутской детской команды «Пульс», в составе которого он становился победителем республиканских и всероссийских турниров. Затем полузащитник перебрался в Чертаново, где, выступая за молодежную команду, выиграл юношескую футбольную лигу и стал ее лучшим игроком, а также стал вызываться в юношескую сборную России. Начиная с этого сезона якутянин выступает за основную команду клуба ФНЛ. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!